То есть чем мы занимаемся? Песни поем, танцуем, юбилей проводим, ленточки режем. Давно же надо было, если мы адекватная страна, если мы что-то не видим, а что завтра ударят по Гудауте и по Чимчире, кто-то в этом сомневается. Там военные базы, стратегические базы Российской Федерации. Да. Но мы все время сидим, там кто-то пойдет, кто-то не пойдет. А кто нам вообще поможет, если мы сами себе не способны помочь? Мы больше 10 лет не проводим никакие учения. Что, команда штабные учения — это учение? Куда приглашают там Верховного, чтобы он там из пулемета пострелял. И кадры по абхазскому телевидению показали. Это учение? Нет. Так что не надо себя обманывать, надо правду говорить. Знаете, у нас Министерство обороны превратился в клуб, там наши боевые друзья, Олег Нуриевич, это превратился в какой-то клуб пенсионеров, которых достойно надо провести, сказать: ребят, давайте вместе с нами, давайте на берег моря, давайте походим. Там молодые люди уже должны работать, которые 24 часа не спят и будут заниматься армией профессионально. А у нас там, слава Богу, есть люди, которые закончили Академию Генерального штаба на золотую медаль. Хватит, слушайте, себя обманывать, у нас на носу война. Абсолютно правильно. Так, дальше а потом, что за бюджет, уважаемый Тимур, родной ты мой человек, ты должен орать полный голос всем этим депутатам и везде там, и секретарь Совета Безопасности вместе с тобой. Потому что нам надо бюджет пересматривать, ребята. То, что у нас есть, мы должны понять. Вот это на поддержание штанов, а все остальное наоборот. Других вариантов нет, ребята. Никто за нас воевать за Абхазию не будет. Война показала так. Если мы хотим, вот, современные дроны, не дроны. Нет, ребята, все равно выигрывает человек на земле. Дроны полетают, кого-то убьют. Но если пехотинец не дойдет до нужного места, никакой победы не будет. Так что мы должны признать, что мы болтологией занимаемся больше. После, я извиняюсь, после смерти Владислава Арзумба мы армией не занимались. Мы имитировали существование нашей абхазской армии. Надо признать. А если мы это признаем без обиды, мы все же, там разные политические силы были у власти. Все одинаково. Никто армией не занимался. Армия была такая вот, красивое приложение к любому политическому деятелю. Президенту там приедет, там ордена раздаст, звание генерала, там генералы, черт знает какие. Так что давайте мы прекратим эту армию делать приложением, политическим приложением. Это одно, население наше. Здесь правильно говорит Акура Миранович. Я вот, вроде бы, да, всю войну прошел, послевоенный период, Олег Нуриевич, сколько нам приходилось вместе работать, со всеми другими ребятами. Я вот 65 лет, я не знаю завтра, куда мне прийти. В конце дома сидеть? Я точно не буду дома сидеть. Мне ничего не предписано. Я хоть взвод могу куда-то повезти в город. И так все. А потом, это черт с ним со мной. Рауль Валерьевич, я к вам хочу обратиться. Лично вы должны, это обязательно надо сделать. У нас во время войны, у нас можно было и оружие найти, все найти. У нас самая большая проблема была, это офицерские кадры. Слава тебе, Господи, у нас сотни ребят закончили высшие военные заведения Российской Федерации. Это наша золотая молодежь. Есть люди, которые не работают, не служат в армии. Они где-то, кто-то бизнесом занимается. Но это та молодежь, которая, не дай Бог, завтра роты, взвода, батальоны поведут в бой. Они не будут же бизнесом заниматься, если завтра война начнется. Это раз. Потом, некоторые говорят, у нас, мол, типа того, что заканчивают, а ребят там негде устроить. Видите ли, вакансий нет в Министерстве обороны. Да глупости какие. Сократите в таможенном комитете, в налоговой, черт знает еще где.
Дайте этим должны, просто для них открывайте эти места, чтобы они оставались в армии. Это же, знаешь, таких людей мы не найдем. Танк мы найдем, БМП найдем, самолет найдем. А вот офицера найти, такого подготовленного, обученного, ребят, я знаю, я будучи командующим артиллерией, как я мучился. Потому что у нас не хватало офицеров. А у нас они есть, и как грамотно их собрать. Они, Рауль Валерьевич, они должны все быть, как говорится, на учете и строго отслеживать их. Это раз. Дальше. Вот что я хочу сказать. Насчет вот здесь много говорили о геополитике, Армения, Азербайджан, там, черт знает, Россия там со всем миром бодается. Ребята, есть Грузия, есть Абхазия. Нас абсолютно не должно ничего волновать дальше. Вот как мы с Грузией выставим, что у нас с ними получится, мир или война. Вот сейчас смотри, все знают о том, что вот они официально заявили, что в следующем месяце учения проводят с участием американцев, там вся эта, знаешь, свора натовская. Все, и все они приезжают, и они проводят учения. А как началась война Азербайджана-Армении? Да, тоже Азербайджано-турецкие учения, закончились учения, месяц они еще с поля не выходили, потом пошли на армию. Какие мы противовес, мы даже не пикаем пока. А мы должны, как говорится, противовес этим учениям, свои учения. Тем более мы маленькая страна, у нас должно быть все мобильно. Мы все, что у нас есть, может, надо и вывести в город. Да, в конце концов, люди отдыхают, на берегу нам делать нечего. В горах, слава Богу, у нас есть и полигоны, и все остальное. Но тот резерв, понимаешь, мы были мобильны. Потом мы там красиво, там, как в свое время эти, как его, Владислава в Гудовутах показывали российские десантники, как это, надо, как говорится, голову, бутылку ломали, там, кирпичи руками рубили, там, и тому подобное. Потом удивляют, Владислав Григорьевич, вам понравилось? Да, мои солдаты точно так не сделают, но пулю в глаз дадут. Вот его был ответ. Тогда его прижимали, это в те годы ельцинские. Нам этого не надо, но нам надо что-то другое. Дальше. Если мы бюджет не пересмотрим, то может все, что мы говорим, это болтология, ребята. Мы должны, 4 года должны были уже на военные рейсы стать. За эти 4 года мы вообще полшага не сделали. Война началась под боком. Она нас затронет, хотим мы или не захотим. У нас нет других союзников, только Российская Федерация. Но Российская Федерация не будет за нас воевать, ребята. Если мы не встанем в полный рост, нам никто ни авиацию, ни ПВО, ни бронетехники, ничего не даст. Слушайте, а зачем этим бездельникам что давать? Они вообще на металлом пошлют. Вот и все. Я был поражен, честно говоря, что Адлеру дали. От Адлера до Сухума 100 километров по прямой. 3 аэродрома. Адлерский аэродром, Гудаутский аэродром, Сухумский аэродром. И никакой защиты. Они залетели по устью реки Псов и вошли в Адлер. Также могут залететь к нам. Мы же еще и хорохорились, там, что это, как его, Ачинчирская военная база, там, это, лишний раз болтаем. Понимаете, зачем? У нас это есть, мы это знаем, что они у нас есть. Слава Богу, что они есть. Но мобильность, еще раз мобильность, если мы будем все время, там, вот эти патриотические, вот если это будет, наши пойдут ребята воевать. Те, кто шли по крови. А ще алазы, ще аламза, шин наира, ты в день хоть 5 раз его корми. Если у этого человека нет в крови война, то он никогда никуда не пойдет воевать. Или кормите, и все. А я понимаю, что в армии всегда какие-то проблемы есть. Как мать, вы правильно говорите. Но в армии есть боевое братство, дружба между ребятами. Вот здесь не самый негативный момент. Я тоже был
в Министерстве обороны, заместителем министра какое-то время. Я знаю, что такое армия, послевоенная армия. Тогда другая Мы была. через полгода, как закончили войну, через полгода, когда мы брали Лату,